Всем здравствуйте, друзья! Сегодня будет необычный ролик, так как я веду канал как личный блог мой. У меня случилась такая беда. Хочу предупредить всех, чтобы предупредили своих родных, близких. У нас сейчас в Ухте работает группа мошенников. Приглашают на презентацию оборудования. Бесплатный расслабляющий массаж, оздоровительный. Получилось как? Приехал, то есть позвонили мне, я шел на берег, позвонили мне, пригласили меня вот на эту всю процедуру, на презентацию расслабляющего массажа. Так как со спиной у меня не в порядке, мне понравилось их предложение. Ну, в смысле, думаю, ладно, перезвоните потом. Ну, они сказали скинуть смс-ку, назовут место. Мне даже в голову не пришло, потому что у меня голова была забита своей работой. Потом подошло время воскресенья. В 10 часов меня пригласили. Ресторан «Табриз» у нас в городе. В общем, так как мне надо работать, у меня идет строительство там глобальное, я решил отправить свою маму, бабушку, со своей дочкой. Они созвонились, я говорю, что, сходите на массажик, вам сделают массажик и все. Мне даже в голову не пришло, что это афера. Потом я работаю на дому, бабушка мне звонит, ты придешь на обед? Говорит, я тут в рассрочку кресло взяла, массажное. Я, чего? Все, у меня все с рук. Она, не, все, ты что, ты успокойся, все нормально, все нормально. И довольны оба. В общем, я уже понял, что произошел кидок. Пришел домой, они ушли на дачу, пришел, увидел вот это вот все. Они сказали, что они там много подарков выиграли. Вот они, эти подарки. 2 подушки, одеяло, какой-то увлажнитель, мы его даже не открывали, ручной массажер. Это, я так понял, к одеялу идет, все вот это на фирмочка. И вот это кресло. Это даже не кресло. Это вибромассажное накидное. Кейда. Плохо лупу не нашел. В общем так. Общая цена у него по ним 212 858. 30% скидка 149 тысяч. Бабушка оформила в кредит у них. Довольный до ушей, что бабушка, что столько подарков. В первый раз я говорю, пришел бабушке, я понял, я если бы дома узнал об этом, я бы, конечно, там, может, раскричался, но пока это все я переваривал с работы, я понял, что дело серьезное. Не стал я волновать бабушку. Позвонил, на утро пришел, в 4 утра встал, залез в интернет. Все, короче, мои опасения подтвердились. Этому накидушечке подобным видом 15 тысяч красная цена. Для него еще специальный стул надо. Им даже невозможно воспользоваться. Я для чего снимаю? Во-первых, предупредить всех людей. Обратно вернуть. Я позвонил брату. Он понял тоже сразу же, все, что это афера. И как бы начали бы действовать. Он там куда-то позвонил по своим знакомым. Да он и так знал, что это уже назад ничего не вернуть. Ну, в общем, где-то в час я на работе. Они мне снова звонят. Александр Геннадьевич, вы у нас вчера почему не пришли? Туда-сюда. Я говорю, да вот приболел немножко. Говорит, у нас сегодня будет повторная презентация в 2 часа. Я думаю, ну вот тебе хорошо. На горяченькую. Опять же там же в Табризе. Думаю, надо хотя бы наказать, если вернуть не можем.
Позвонил сразу брату. Он говорит, сейчас что-нибудь придумаем. Через какое-то время брат перезванивает. Звонил он в ОБОП. Они сказали, что они проверяли лицензию. Они имеют право так торговать. На них у них все есть, документы есть. Все понимают, что цена завышена, что это афера. Причем она заключила договор уже с банком. То есть деньги ушли, назад их не вернуть. Юридически все чисто гладко. Я не знал, как это переварить, потому что я не понимаю, как вообще, для чего тогда нам, как говорится, родная полиция, если она не может защитить граждан от аферы, это на следующий день. Ладно, вспомнили мы про покупку через 2 недели, что можно вернуть. Если кто-то из юристов посмотрит, вы скажите. Брат позвонил в Роспотребнадзор, сказали, что они опираются там на какую-то статью, и этот товар возврату не подлежит, если он исправен. Как бы у них тоже они не могут ничего с этим сделать. Опять же, зачем мне тогда этот Роспотребнадзор? Я так понимаю, они тоже получают с бюджета, то есть с наших налогов. В общем, дело в этом это понятно, что это слишком далеко. Представитель, который этим занимается, просто рассылает команды, я думаю, так по всей России и собирают очередной побор, ищут бабушек. 150 тысяч теперь ей надо выплачивать. Смотрите, чтобы ваши родственники, распространите этот ролик, чтобы ваши родственники не попали. В данный момент они работают в Ухте. Официально просто мошенничают. По закону ничего им не предъявишь, ничего не докажешь. Чтобы ваши родственники не попали. Распространите это видео знакомым вообще в соцсетях. Предупредите людей. Это все с Москвы делается. Даже не знаю, что. Если кто-то из юристов заинтересуется, есть договор с фирмой. Фирма, сейчас скажу, где-то я видел тут ихнюю печать. Вот она. ТД «Зима». Вот бабушка тут уже везде расписалась. Надеюсь, будет видно. С ними она уже все подписала. Договор банк. Вот. Роскредит. Оплата кредита. Не знаю, что это за банк. Первый раз о нем слышу. Тут даже вот баланс. ПОА МТС банк. Все подчеркнуто. Расчетный счет. Все, бабушка везде расписалась. Хотелось бы, конечно, грамотного юриста. Я так понимаю, если юридически это все можно было вернуть, и в ОБОПе, и в Роспотребнадзоре нам отказали, значит, получается, у них есть интерес. Если нельзя это ничего вернуть, значит, я извиняюсь сразу заранее, что, как говорится, наезжаю. Закон мне этот все равно не нравится. Это ненормально. Позволять опрокидывать своих граждан просто на такие бешеные суммы. Я почему еще снять решил ролик? Я сегодня смотрю на работе. На перекуре зашли чай попить. По РЕН-ТВ казино. Казино взломали. Там, вот там-то поймали мошенников. Ну, в смысле, казино нарушает закон. Мне какое дело до казино? Люди идут туда с целью наживы. Правильно? Вот бабушка пришла. Ладно. Не буду ее лишний раз расстраивать. Короче, всем удачи. Не обманитесь никогда больше на подобную штуку. Распространите ролик. Если кто из юристов может помочь, помогите. Очень прошу. До встречи, друзья. Топляк. Сделать сундучок. Сука, влаги капнул, как бетон.
как-то так получилось.